Здравствуйте, это программа «Итоги дня» на Якутии-24. Работаем в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. ВЭФ-2021 Якутия продолжает работу на Восточном экономическом форуме. Какие подписаны соглашения? Нацпроект образования в микрорайоне Прометей и в Якутске продолжается строительство самой большой школы в республике. Когда объект введут в работу и будут ли еще доп. Места в ближайшие годы? Ситуация по ковиду, каковы данные по заболеваемости в Якутске и каковы темпы вакцинации населения? Вклад в Якутию. Алроса опубликовала отчет о том, сколько было направлено средств в развитие республики за 10 лет, о каких цифрах идет речь. Окно в Европу. В Выборге завершился один из старейших российских кинофестивалей. Участие приняли якутяне. Во Владивостоке на острове Русский в рамках Восточного экономического форума прошло открытие выставки «Улица Дальнего Востока». 11 регионов округа подготовили павильоны, посетив которые гости могут ознакомиться с культурой и главными проектами каждого субъекта. По словам организаторов, основная цель выставки – демонстрация возможностей Дальнего Востока и привлечение новых инвесторов. С 3 сентября выставка работает только для участников форума, а послезавтра площадка откроет свои двери для всех жителей и гостей Владивостока. В программе экономического форума, нынешнего экономического форума, есть такая площадка, поработала такая площадка, которая называется «Креативная индустрия» в экономическом развитии. И на этой площадке выступал наш глава Исаил Сергеевич. Я был горд тем, что мы были как бы главным центром этой площадки, поскольку, и отношения главы, и вообще как Якутия относится, те, кто организовал эту площадку, все время про Якутию говорили, что у нас кино, про кино даже говорить не приходится, а многие IT-технологии и так далее, и так далее. Также на форуме на площадке Министерства спорта состоялась презентация заявки 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» Владивосток-2022. Министр спорта страны Олег Матыцин озвучил, что федеральное министерство всесторонне поддерживает игры и рассказал, какое влияние они оказывают на подрастающее поколение. Руководство региона и города Владивостока выразили готовность подготовить и провести игры на достойном уровне. Со своей стороны президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов поблагодарил ОКР и Минспорт за всестороннюю поддержку и сказал, что комитет ожидает итоговую заявку Приморского края и готов ее рассмотреть с положительной стороны. В целом, второй день Восточного экономического форума для делегации Якутии был не менее насыщенным, чем первый день. Так, за сегодня был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с крупными российскими компаниями. В основном все договоренности направлены на улучшение качества жизни населения, развитие инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, развитие ЖКХ, поддержки бизнеса и многое другое. Первая – это сессия по развитию геологоразведки, то есть недр Дальнего Востока, добыть все, что разведано. Но, как сказал глава республики, что нужно смотреть еще на перспективу. И очень важно было моменты, которые обозначены, например, Министерством природных ресурсов, что снятие административных барьеров, причем конкретные шаги, соответственно, сокращение сроков по оформлению, начиная от месторождения, продолжая сопутствующей инфраструктуры. Также позиции были высказаны нашими инвесторами, которые подтвердили, что в Якутию можно и нужно инвестировать, а, соответственно, это наши проекты, это наши люди трудоустроены, достойная зарплата, налоги и так далее. И, конечно же, позицию, которую обозначил глава республики, что инвесторам мы просто приветствуем инвесторов нашей республики, для этого создаем комфортные условия для ведения бизнеса и работаем в том числе не только над текущими уже проектами, развитие которых нам понятно, но и на будущее. Переходим к другим темам. Алроса опубликовала отчет о вкладе в социально-экономическое развитие Якутии за 10 лет с 2010 по 2020 годы. Он составил 940 миллиардов рублей. Отчет демонстрирует значительный вклад компании в развитие Якутии.
Прежде всего, это создание рабочих мест, строительство школ, больниц, культурно-спортивных комплексов, обеспечение доступа местного населения к качественному жилью, медобслуживанию, образованию, культуре, а также выплата налогов и дивидендов в бюджет республики. В период с 2010 по 2020 годы Алроса направила 939 миллиардов рублей в экономику Якутии, включая налоги и дивиденды, фонд оплаты труда и социальные инвестиции. Большую часть средств от добычи и реализации алмазов республика получает в виде дивидендов и налогов. Компания перечислила в бюджет Республики Саха-Якутия и местные бюджеты 408 миллиардов 300 миллионов рублей налогов, а общая сумма дивидендов, выплаченных Якутии и ее 8 алмазным улусам, составила 94 миллиарда рублей. За последние 3 года, с 2018 по 2020, бюджет Якутии получил в виде дивидендов примерно на 20 миллиардов рублей больше денег, чем за 8 предыдущих лет вместе взятые. В период с 2010 по 2020 Алроса инвестировала 103 миллиарда 900 миллионов рублей в социальное развитие, инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство Якутии. Алроса соответствует самым высоким стандартам корпоративной социальной ответственности. Компания ежегодно реализует около 500 социальных проектов и природоохранных инициатив, направляя на них около 8% выручки ежегодно в рамках глобальной программы под названием «Алмазы помогают». Социальные и экологические инвестиции Алроса сопоставимы по объему с вложениями в техническое перевооружение, добывающие мощности и инфраструктуру на уровне 20-25 миллиардов рублей в год. Социальные инвестиции также включают финансирование программ регионального развития, корпоративных социальных программ для работников и членов их семей. И только в 2020 году Алроса направила на социальные инвестиции и пенсионное обеспечение более 10 миллиардов рублей. В центре внимания компании Алроса всегда остается благополучие наших сотрудников и, конечно же, развитие потенциала Якутии как основного региона нашей производственной деятельности. Поэтому мы создаем рабочие места, строим новые школы, современные больницы, спортивные залы и другую социальную инфраструктуру. В этом году республика столкнулась с небывалыми по силе лесными пожарами, и компания «Алроса» оказывает посильную помощь в предоставлении топлива для заправки авиационной техники и вспомогательного транспорта. А также помимо этого 200 миллионов рублей для восстановления сгоревшего Селябязь-Кёль горного улуса. Вклад компании за последние 10 лет в социально-экономическое развитие Якутии несомненно доказывает, что Алроса – это социально ответственная якутская компания. За последние сутки на территории республики выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 86 в Якутске, в Вилюйском, Кобяйском, Нерюнгринском по 5 случаев, в Амгинском, Ленском, Мирнинском по 4. Еще в 17 районах зафиксировано от 1 до 3 случаев заражения. Данные вы видите на своих экранах. Необходимо обратить внимание, что вакцинация является первейшей задачей, поставленной сегодня перед органами государственной власти, учреждениями здравоохранения республики. И, соответственно, заслушивается на ежедневном докладе, соответственно, состояние вакцинации по наиболее проблемным точкам. Сегодня после заслушивания вчера ситуации в Верхневилюйском улусе по низкому уровню вакцинации, сегодня получено поручение главы республики выехать в Верхневилюйский улус для того, чтобы разобраться с ситуацией с низкими темпами вакцинации. Соответственно, группа оперативного штаба сегодня выйдет в Верхневилюйский улус, и завтра уже мы дадим информацию о том, что же является причиной низких темпов вакцинации в Верхневилюйском улусе, и, соответственно, проведем организационные мероприятия, направленных на то, чтобы восстановить своего рода санитарно-эпидемиологическое благополучие и в этом улусе республики. Темпы вакцинации в Якутске постепенно увеличиваются, вместе с тем растет и количество заболевших коронавирусной инфекцией. О текущей ситуации подробнее Саргалана Неустроева.
Врачи первой поликлиники города Якутска работают 12 часов с 8 утра до 8 вечера. Поток вакцинирующихся практически беспрерывный. Принимают пациентов со всех уголков республики по записи. Прийти сюда за вакциной можно, даже если не прикреплен к поликлинике. Сейчас у нас вакцины в достаточных количествах, поэтому очень люди активно подходят, записываются на вакцинацию. У нас проходит в день около 200 человек на первый компонент и на второй компонент. У нас отдельно идет поток. На сегодняшний день у нас вакцинировано около 30 тысяч человек первым компонентом, и вторым компонентом привиты больше 23 тысяч человек. По словам медиков, из всех предложенных вакцин люди больше предпочитают «Спутник Ви». Связано это предположительно с сезоном отпусков, когда во многие страны въезд разрешен только при наличии прививки именно данным видом вакцины. Однако, по словам специалистов, эффективность каждой практически одинакова. Люди в основном желают получить гамма-ковид-вак, так как уже через средства массовой информации слышат, что более эффективно. Но все вакцины, они эффективные, дают положительные эффекты. То, что заблуждения по поводу вакцины постепенно начинают развеиваться, доказывают и сами пациенты. Гаврил Дармидонов еще до недавнего времени сомневался в том, ставить ли прививку вообще. Но в конце концов пришел к выводу – вакцинироваться надо. В принципе, были сначала сомнения, конечно, да, но потом все-таки решил вакцинироваться, потому что, все-таки, если спасет, то, наверное, только вакцинация. А так мне сейчас вот поставили «Спутник Ви», так как я в легкой форме переболел в октябре месяце еще, да. И вроде до сих пор нормально ходил, но тем не менее все-таки решил вакцинироваться. Между тем начался сезонный подъем заболеваемости гриппом. Врачи рекомендуют ставить прививки от ковида и гриппа с интервалом в месяц. Мы получили вакцины от гриппа, и у нас тоже параллельно идет активная вакцинация от гриппа. Также еще на выездные мобильные бригады есть, которые выезжают на организации. Рекомендуется ставить интервалом в месяц, 30 дней от любой вакцины. Несмотря на хорошие показатели вакцинации в республике, все еще сохраняются районы с низким процентом привитых. При этом специалисты утверждают, вакцина является единственным способом профилактики коронавирусной инфекции. Сарглана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутии продолжается кормозаготовительная кампания. По оперативным данным Минсельхоза, на сегодня в Якутии заготовлено 334 тысячи тонн сена. Это 73% от плана. Для оказания содействия кормозаготовительной кампании министр сельского хозяйства региона Александр Атласов и руководитель департамента ветеринарии Петр Петров посетили Кобяйский район. В данный момент они с этой же целью находятся в Усть-Алданском районе. Более 70% выполнивших планы муниципального образования – это Вилюйский район, Верхневилюйский, Кобяйский, Амгинский, Нюрбинский, Мегано-Кангаласский, Татинский. Хотел бы сказать, те муниципальные образования, которые отстают от плана на текущую дату наблюдения, это Тампонский, всего 35% от годового плана, Усть-Алданский, 49% и Чурапчинский, 51%. Хотел бы еще раз обратиться к главам муниципальных образований, держать на личном контроле ход заготовки кормозаготовительной кампании. Сегодня еще хотел бы отметить, что Министерством сельского хозяйства направлены в муниципальное образование денежные средства на организацию мобильных бригад на сумму 34 миллиона рублей. На территории Якутии активно ведется работа по линии национальной программы «Жилье и городская среда». К примеру, реализуется республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Все подробности у Ульяны Шагиной. Зинаида Рукавишникова делится своей радостью. Квартиру-студию по программе переселения в прошлом году ей выделило государство. Жилье под ключ. Бери да заезжай. Теперь не нарадуется. Тепло, светло и уютно. А самое главное, есть лифт. Я, например, вполне довольна. Что мне? Я не мерзну, я даже балкон открываю, чтобы только у меня кот не сиганул вниз. Проветриваю, сплю иногда, открываю здесь все, даже форточки. Нормально. Нравится?
Нравится, мне нравится. Только до конца этого года в столице республики возмещение либо жилые помещения по программе должны получить более 244 семей. В настоящее время мы уже закрыли вопросы по 99 квартирам, то есть мы предоставили уже 76 компенсаций денежных и переселили 23 семьи уже. Это вот по второму этапу вот такие цифры у нас. Сейчас ожидается ввод 3 домов по улице Билибина, Чернышевского и в микрорайоне Птицефабрика. По 2 последним адресам до конца октября этого года заселят более 100 детей-сирот. 182 семьи улучшат свои жилищные условия. Открытым вопрос остается по гражданам, которые приобрели жилье уже в аварийном доме. По 32 статье Жилищного кодекса они могут претендовать только на предоставление денежного возмещения, не превышающую сумму приобретения. Таких семей в Якутске более 150. Мы с этим положением не согласны и рекомендуем собственникам обратиться в суд за защитой своих прав. Дела сейчас идут, и вот по этапу 2020 года уже мы несколько десяток семей уже вот так предоставили выплаты им по рыночной стоимости. В целом по республике с 19 по 25 годы должны расселить более 60 тысяч граждан. Под снос планируется пустить более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Цифры большие. При этом программа работает не только в Якутске, а во всех 36 муниципальных районах и городских округах. Наибольший объем аварийного жилья у нас в Нерюнгринском районе, Мегино-Канкаласском, город Якутск, Ленский, Алданский и Тампонских районах. В этом году, согласно установленным целевым показателям, планируется расселить 18 тысяч граждан из аварийного жилья площадью 325 тысяч квадратных метров. Семей может стать и больше. Напомним, президент страны Владимир Путин предложил выделить Якутии дополнительные 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти средства – неплохое подспорье, чтобы ускорить программу по переселению. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. В микрорайоне Прометей в Якутске идет строительство трехэтажной большой каменной школы. Когда этот объект будет введен в работу и будут ли еще созданы дополнительные учебные места в столице в ближайшее время – репортаж Марфирины Алексеевой. В этом новом квартале проживает около 9 тысяч людей, это 3100 квартир. И постройка новой школы здесь весьма актуальна, так как на сегодняшний день в этом районе действует только одна школа. Ну а строящаяся школа будет самой большой в Якутии на 990 мест. По данному проекту в ближайшие годы построятся еще 3 школы в районе ДСК, Хатасы и Билибина. Ну, школа выполнена в каркасно-монолитном исполнении, 3 этажа, общая площадь зданий и помещений, которые будут отведены для ребятишек. Это где-то порядка 14-15 тысяч метров квадратных. Большие спортивные стадионы, значит, детские площадки, где дети проводят все мероприятия. Большая библиотека, большой актовый зал, то есть все полное оснащение. На сегодняшний день Министерством просвещения Российской Федерации принято решение о строительстве 6 новых школ и 5 пристроек к уже имеющимся школам. Таким образом, в ближайшие 3 года на территории города Якутска планируется создать более 6 тысяч дополнительных мест. А к 2025 году планируется полностью ликвидировать посменное обучение. Глава республики и наш партнер республики приняли решение о создании точки будущего по Намскому тракту и еще принято решение о строительстве новой школы на территории городского округа Житай на 360 мест. Таким образом, мы уже сегодня имеем решение уже на создание более 7 тысяч мест школьных на территории уже города Якутска и городского округа Якутск. Также сейчас ведутся работы по решению создания новых учебных мест в микрорайоне Новопортовская и в 34-й коррекционной школе. Помимо строительства школ в городе Якутске, на данный момент ведется строительство образовательных учреждений в ряде районов. Марфирина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. Минздрав республики увеличит количество квот по программе «Земский доктор» в Мирнинском районе, так как 5 имеющихся в Алмазном крае недостаточно. Об этом заявили в ходе круглого стола с участием министра здравоохранения Елены Борисовой. Собравшиеся также обсудили меры
привлечение медкадров в Мирнинский район в целом. По словам медиков, в районной больнице по сравнению с прошлым годом число врачей уменьшилось на 15 человек. По-прежнему не хватает узких специалистов. Это неврологи, офтальмологи, кардиологи, онкологи и многие другие специалисты. С 2012 по 2021 год у нас привлечено по этой программе 12 врачей. Значит, часть врачей уже отработала свои 5 лет, это непременное условие этой программы, и они уже уехали. Значит, ну вот мы привлекаем земских фельдшеров, в том числе это и для работы на скорой помощи, и в фельдшерские акушерские пункты села Сельдюкар и села Тасюрях. «Факел Победы» — так называется сегодняшний легкоатлетический пробег любителей спорта из Намского района до Якутска. Всего за 2,5 часа участники эстафеты пробежали 80 километров. Посвятили это событие 76-летию окончания Второй мировой войны и в память о воинах-якутянах, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Мы планируем дальше на следующий год в честь столетия республики по маршрутам Тверь, Ржев, Вязово и Брянск. Ну, где-то 700 километров. И сколько участников будет? Ну, то же самое, наша команда 10. В Ленске в Центральной районной библиотеке проходит персональная выставка мастерицы Раисы Громовой. Среди ее работ можно найти комплекты постельного белья, сумки, рюкзаки, предметы домашнего обихода. Из ярких лоскутков получаются красивые и нужные вещи. Полюбоваться на все это может каждый неравнодушный к творчеству житель Ленска. Именно для поддержки населения, для тех людей, которые живут уединенно. Приглашаю всех на эту выставку, которая у нас называется «Волшебные узоры». Это выставка нашей мастерицы Громовой Раисы Николаевны. Она состоит в нашем кружке «Уран-Тарбахтер». И также она занимается ткачеством у Елены Платоновой в музее в нашем Кривическом. Но это не мешает ей заниматься своим творчеством. В Выборге завершился один из старейших российских кинофестивалей под названием «Окно в Европу». Участниками стали и якутяне. Съемочная команда фильма «Вертолет» презентовала свою картину. Группа встретилась с моей коллегой Айсыной Бурнашовой в Москве. Об участии якутян на фестивале, отзывах зрителей, кинокритиков в сюжете далее. 29-й по счету фестиваль «Окно в Европу» традиционно прошел в Ленинградской области. Фильм «Вертолет» открыл конкурсную программу игрового кино. Картина рассказывает о семье с младенцем, которая приезжает в отдаленную северную деревушку навестить родителей. Уже с первых кадров мурашки по коже. В селе размыло дороги, люди оказались без электричества и связи, а ребенка постигла дизентерия. Единственной надеждой на спасение может стать вертолет, который, возможно, не прилетит. Молодой отец решается пересечь реку и добраться до помощи, но безуспешно. Был такой момент, когда мы снимали крупные кадры. Я хотел подняться, и у меня ноги не слушались. Было жалко себя, не героя, которого я играл, а было жалко себя, потому что действительно экстремальные съемки были. Съемки фильма проходили в мае 2015 года в Аймяконском улусе. Всего за 1,5 месяца команда сняла всю ленту. Чувство отчаянной безнадежности, кадры тяжелой жизни на севере тронули сердца многочисленных критиков фестиваля и, конечно, зрителей. Мы хотим рассказать о себе, о нашей жизни в 21 веке, как у нас там живут люди. Реальные истории, они, хоть и трагедии, они должны освещаться, чтобы потом такого не повторилось и, дай бог, все у нас хорошо было. Ленту уже назвали миксом драмы, психологического триллера и мистики. Сейчас съемочная команда готовит фильм к российскому прокату. Согласование премьерной даты идет полным ходом. Конкурс – это конкурс, да? Наша сейчас следующая задача состоит в том, что мы должны договориться с дистрибьюторами, чтобы побольше людей посмотрели, наших граждан нашей большой страны. И наши агенты, наши друзья сейчас занимаются этим полным ходом. Да.
Айсена Парнашова, Виктор Олесов, Москва, Выборг. Таковы итоги дня. Сегодня смотрите канал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.